Доброго времени суток! В эфире Джейхун Ньюс и я, его ведущая Эльнара, где буду рассказывать вам о новостях, произошедших в Туркменистане и в моем родном Лебабском вилаяте. Начнем нашу программу с того, что Туркменистан готовится к участию в глобальном климатическом саммите. В целях подготовки к проведению предстоящей 26-й конференции сторон рамочной конвенции по изменению климата для национальной делегации 5 стран Центральной Азии был проведен ознакомительный семинар. В нем приняли участие и представители Туркменистана. 26-я конференция сторон рамочной конвенции по изменению климата должна была состояться в ноябре этого года, но из-за пандемии перенеслась на ноябрь 2021 года. В предприятии художественного ковроделия «Сердар», государственном предприятии «Туркмен-Халы» был соткан ковер размером в 243 квадратного метра. Ширина гиганта достигает 20 метров 60 сантиметров, длина 80 метров 80 сантиметров. На создание такого ковра ушло 4 месяца. Рекорд в создании ковра-гиганта принадлежит этим же специалистам этого же предприятия. Он был соткан в 1942 году. Знаменитый во всем мире ковер назывался «Туркмен-Калбы» – «Сердце Туркмен». Его площадь составляла 193 квадратного метра. В течение последующих 5 лет в Лебабском вилаяте станет на 5 больниц больше. В итоге через 5 лет количество больниц достигнет 33. Строительство будет вестись в соответствии с программой президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны 2019-2025 годы. Более подробную информацию вы можете узнать на нашем официальном сайте Джейхун Ньюс. Между Туркменским государственным педагогическим институте имени Сейтназара Сейди и Волгоградском социально-педагогическом университете состоялся видеомост. В нем приняли участие руководители и представители профессорско-педагогического состава вузов. Мероприятие было посвящено на теме «Нейтральный Туркменистан. Центр возможностей и развития». И немного о спорте. Состоялась встреча между Фарабом и Копидагом. Она завершилась со счетом 1-5 в пользу Копидага. Таким образом, футбольная команда Вилаятского управления полиции одержала первую победу в этом сезоне. Способный футболист команды Сергей Игимбердыев стал героем встречи. Он автор 8 мячей из 18, забитых в ворота соперников в этом сезоне, и возглавляет список результативных игроков вместе с футболистами команды Дерьячи Азаматом Ачиловым и Юсупом Нурмамедовым. А спонсор этого выпуска – ресторан быстрого питания от TFC, где вы можете вкусно поесть и заказать доставку. Также не забывайте посещать наш официальный сайт Джейхун Ньюс.